Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем будет встреча, с кем будет знакомство. Давайте посмотрим на ближайшие 3 недели. Загадайте на себя, так и задайте вопрос. С кем у меня будет встреча, с кем будет знакомство. И пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какой мужчина представительный, красавчик, свечку в руках держит. Это что-то новенькое. Все было, свечки пока еще не было. Мужчина со свечкой. Это какой-то свидетель чего-то, либо каких-то событий, либо ситуаций. Очевидец, наблюдатель. Мужчина со свечкой. А возможно, у кого-то еще отыграется, что человек знает больше, чем другие. Знает, где выход, знает, как справиться с той или иной ситуацией, знает нужных людей, знает, как запустить переход, либо нужные события в жизни. Но свечка — это же свет, да? Свечка, она освещает. Смотрите, вы у меня все разные, отсыпочка, к сожалению, общая. Может отыграться по-всякому. Это новый человек, либо человек, с кем вы когда-то очень сильно давно были знакомы, либо даже и не были знакомы, но где-то вот друг друга видели. Ну, допустим, вы жили в одном доме на протяжении нескольких лет по соседству, но вы не поддерживали связи. Ну, визуально друг друга знали, но связи не поддерживали. У кого-то может отыграться, что это лучший друг вашего, не знаю, бывшего парня, школьных времен, либо времен института. У кого-то это может быть брат, допустим, вашей подружки, с кем вы в школе дружили. То есть, в принципе, вы-то знаете этого человека, но так, чтобы вместе время вы не проводили. А у кого-то может отыграться, что этот человек сам по себе очень крутой человек, да, он все знает, у него свечка в руках, он может решить любую проблему, он может всего добиться, либо знает, как всего добиться. Человек, который буквально, он и крупная фигура, да, вы же видите, какая крупная фигура. И он вас как-то, знаете, за талию берет, да, не за плечи, но за талию берет. Как-то, знаете, как парень, наверное, берет, как жених, как муж берет. Ну, не как чужой человек, да. Но это что-то серьезное, это что-то по-взрослому. И еще сам фрагмент, он очень крупный. И у венца находится. То есть, дословно, этот человек со свечой в руках, взяв вас за талию, изменит вашу жизнь. Он поведет вас в будущее. Что бы это ни было, будет это какая-то помощь вам оказана, участие, содействие, продвижение, решение ваших проблем, либо это новая любовная история в вашей жизни, но этот мужчина поведет вас в будущее. Мужчина очень необычный, у него какая-то необычная внешность, либо он очень сильно красивый, либо он на кого-то очень сильно похож, ну, допустим, на какого-то знаменитого актера, либо какого-то не знаю, политического деятеля, либо лицо у него не очень симпатичное, но он настолько харизматичный, что кажется прямо красавчиком. Да? Вот есть такие мужчины, но они не очень симпатичные, но настолько у них сильная харизма, что просто красавец, да? Не обращаешь внимания на его лицо. Свеча в руке. Непростой персонаж. Я бы даже сказала, что он судьбоносный персонаж для вас и для вашего будущего. То, что вы ему позволяете себя за талию брать, это уже о многом говорит. Это в первую очередь говорит о том, что вы ему будете доверять. Да? Вот он сможет войти в ваше доверие,
сможет вам, не знаю, там, доказать свою состоятельность, что вот меня бояться не надо, я ничего плохого не имею, не хочу. Вот, и вы, да, скажете: окей, бери меня за талию, веди меня в будущее, решай мои проблемы. Сейчас я вот хочу уточнить по поводу этого мужчины. Мне вот покой не дает женщина с его стороны, вот она. И эта женщина, она, ну, скажем так, в нем очень сильно заинтересована. Он в ней нет, а она в нем очень заинтересована. И еще она как будто бы ему яйцо какое-то пытается подкинуть. Может, пытается забеременеть от него, да, либо сказать, что там: вот, у меня ребенок от тебя. Может быть, это бывшая. Кстати, да, это может быть бывшая, которая, например, решила устроить свою жизнь и пытается общего ребенка, либо общих детей отдать этому мужчине. Ну, типа: ты папа, ты воспитывай. Такое тоже может быть. Либо она пытается его назад тянуть в семью и говорит: ну, наши дети, да, ну ты же должен, обязан, да, какие-то такие вещи говорить. Сейчас посмотрим, сейчас проверим. Так, давайте про мужчину посмотрим. Что за красавчик? О, корабль. Мужчина-башня, мужчина-птица. Ну, это серьезный человек. Это, я вам скажу, не просто так. Я даже увидела это из картинки, да, как показали этого мужчину. По башне очень серьезный человек, может быть казенным человеком, может быть военным человеком. Однозначно башня – это власть, может быть каким-то великим предпринимателем, человеком влияющим, имеющим вес и влияющим на общество. Человек, который высоко сидит, далеко глядит. Я же говорила, да, связи у него есть. Птица высокого полета. Человек с корнями, со связями. Ну а по кораблю тот, кто может исполнять мечты. Да. Еще, может быть, часто в разъездах, да, потому что у него такой образ жизни, он любит путешествовать, либо у него там несколько бизнесов, и они, допустим, там в разных странах, и он туда-сюда ездит. Либо он человек казенный, и он там периодически в составе каких-то групп, каких-то этих посланников куда-то ездит, там с кем-то там договаривается. Человек ориентирован на семью, и человек сам по себе ищет вот семьи, тепла, заинтересован в том, чтобы создать семью. Вот прям запрос у него. Я хочу семью, я хочу жениться, я хочу проживать с любимой женщиной вместе, я хочу вот эту уютную атмосферу для себя. Но кого-то прямо и детей очень сильно хочет, почему бы и нет. Если молодой, почему бы и нет. Да даже, наверное, и не молодые тоже хотят. Теперь давайте посмотрим на эту женщину, потому что эта женщина мне не очень нравится. Она еще с левой стороны, она, как, знаете, такой придаток, от которого нельзя избавиться. Ну, либо можно, но какими-то грубыми этими способами, да. Может быть, мужчина этого не хочет. Что это за женщина? Что ей нужно? Ну, привязалась, как собачка. Что ей нужно? Ну, это какая-то хитрая женщина со своими корыстными целями, задачами. Из себя она строит, ну, типа, я такая верная, я добрая, я там замечательная, белая и пушистая. На самом деле, это женщина с таким сильным характером и с душой крысы. Да, вот лишь бы свое не упустить. Но пустая. Она мне идет пустая. И идет мне, что эта женщина, она... Ну вот как бы она крысу в себе не прятала, все равно всем все понятно. Либо рано или поздно это все вскроется. Возможно, мужчина понимает, что она крыса в душе, и он старается от нее дистанцироваться. Она такая: ну нет, да, я тебя не отпущу. Но опять же, если он включит свои ресурсы, то как бы она от него отстанет, ведь деваться некуда будет. Вот. Ну, алчная по крысе, там, по мышам, хочет денег, хочет статус, положение, беззаботную такую легкую жизнь. И неважно, что для этого придется делать, главное, чтобы вот вцепиться, вгрызться, да, и качать ресурсы. И мужчина не дурак, он все это понимает. Он ее, скорее всего, терпит до поры до времени, а потом он ее просто как-нибудь пнет от себя подальше, и она уже не пикнет.
Давайте посмотрим, что, для чего, вот для чего этот мужчина вам дан. Для чего он вам дан, с какой целью. Ну, это ваша удача, он вам дан для того, чтобы выручить вас, да, это ваша удача. Жизнь вашу легче сделать. Смотрите, возможно, он будет помогать вам с какими-то документами, с бумагами. Если вам не нужна помощь, то это однозначно знаки того, что мужчина с вами захочет заключить официальный брак. Потому что дерево, пустить корни, создать семью, да, этого захочет. Это ваш шанс. Шанс на то, чтобы сердце ваше радость узнало. У кого-то это шанс на счастливую взаимную любовь. У кого-то шанс на то, чтобы добрый человек отогрел ваше сердечко, и сердце опять научилось радоваться. С этим мужчиной жизнь будет легкой. Вот поэтому, наверное, эта женщина так в него мертвой хваткой и цепляется, да, чтобы жизнь была легкой. Но вы ничего не просите, он сам даст. Он, кстати, терпеть не может тех, кто просит. Он, знаете, он как будто бы, не маску носит, а у него такой образ, да, мужчины доброго, простачка, да, вот типа я такой простой, я там чего-то не понимаю, а вы такое имели в виду, а не такое, а я не то подумал. А на самом деле он очень продуманный мужчина, у него там в голове просто компьютер стоит, который там моментально все просчитывает, да, суперкомпьютер. И мужчину нельзя этого обмануть и провести. Он прям в людях очень хорошо разбирается, наверное, поэтому он и башней был показан, да, со свечкой в руках. То есть очень хорошо разбирается в людях, знает, кто на что способен, кто на что гораст, кому что нужно, либо с кем какой подход иметь. Вот все это есть. Возможно, он увидит вас, скажет: Господи, да, она же святая, да, в этом грешном мире такая прекрасная святая женщина, светлая и добрая, и поэтому он так за вас схватится. Ну, у кого-то, да, действительно, возможно, отношения начнутся на каком-то профессиональном уровне, но с перспективой. А у кого-то сразу романтические отношения начнутся по старой памяти, либо начнете вспоминать прошлое, и потом в разговоре выяснится, что этот мужчина давно испытывал к вам симпатию, а вы были с другим, либо вы были слишком молоды, там, если это, например, там, брат вашей подруги, либо какой-то там старший друг вашего бывшего парня, либо там сосед, например. Может, еще что-то выяснится. Ну, как-то так не идет. Интересный, конечно, образ. Возможно, это именно тот самый, который вот за все ваши страдания, за все ваши потери, за всю вашу обиду, предательство, да, вам послан в качестве награды, компенсации, да, за неудобства. То есть еще мне идет, что вот мужчина такого уровня, такого класса вам, возможно, еще не встречался. Либо встречался, но как бы вы могли взаимодействовать, он был, например, чей-то муж, либо уже там прям взрослый мужчина, сильно взрослый. И понятно, что там внуки, правнуки, это уже прям никак не вариант в женихи. А тут как бы и не сильно старый, да, и в принципе в полном расцвете сил, и прям такой статусный, положительный, умный, мудрый, терпеливый, умеющий, да, оценивать обстановку, ситуацию, не позволяющий себе лишнего, да, такой прям грамотный мужчина, конечно, вам понравится. Вы прям ахнете, скажете: неужели такие водятся, да? Неужели такие существуют в природе? Да, существуют. И еще и свободные, понимаете? Почему бы и нет? Зачем вам отказываться от своего собственного счастья? Так, и еще будет встреча с каким-то зайцем. Вот он, этот заяц, он пытается за вами угнаться, как и хочется, и страшно. Но зайцы, они достаточно пугливые существа. И да, они могут там навалять, если там их прижать. Ну а так они очень пугливые, они предпочитают там спасаться бегством, туда-сюда, прыгнул, шмыгнул и в норку попал. Да? А норок у них много, потому что они продуманные, они всегда готовят для себя эти маршруты отступления, дорожки, тропки отступления. Мужчина явно вам знаком, мужчина, от которого у вас горечь идет однозначно. Вы в этом мужчине несколько раз разочаровались. Этому мужчине вы давали шансы, и, скорее всего, не один шанс давали. Вы свято верили в то, что он вам говорил,
Ну, потому что не предполагали, что человек способен на такую дикую ложь, да. Ну, как бы несколько раз горечь была. Горечь такая, что прям желчь, да, скорее всего, поднималась. И у вас там и в глазах темнело, и вы там сами себе были не рады, что с таким зайцем связались. И вот что-то мне подсказывает, что этот заяц просто почувствует, что на вашем горизонте появился нормальный, адекватный мужчина. И этот заяц буквально из ниоткуда появится. Вы аж сядете, скажете: ну как тебя нелегкая принесла? Ну почему сейчас? Да? Ты что, появился, чтобы мне все испортить? Либо нагадить, либо довести меня там, не знаю, до истерии. Ты зачем появился? А он как будто бы только на свет народился. Начнет вам там лепетать, что я такой, я люблю, я не могу, я все понял, я все осознал. И вот он начнет соловьем петь, за руки, за ноги вас хватать и тащить вас в это прошлое болото, в котором вы очень долго барахтались и еле-еле выбрались. Еще очень долго от этого болота отмывались. Да? Человек абсолютно не созданный для семейной жизни. Человек очень эгоистичный, еще и с дурным характером. Такой взбалмошный, такой психопат мне еще идет. Или какой-то такой прям рисковый, весь из себя, дерзкий, резкий. Человек, с кем, ну прям совсем, это последний человек в мире, либо в принципе последний человек, с кем бы вы хотели связать свою жизнь, потому что несколько раз разочаровались, и горечь до сих пор чувствуется. Вот он, да, почувствует, что вот-вот он и потеряет вас навсегда, и прям вылезет. Но вылезет не для того, чтобы исполнить свои обещания и стать лучшей версией себя, любить вас и оберегать, а для того, чтобы вам нагадить, обмануть в очередной раз и опять в свою норку ускакать. Поэтому, девочки, имейте в виду. Почему я это говорю? Я вижу, что некоторые из вас прям уже все категорически нет. Любовь прошла, как там, завяли помидоры, да? А некоторые из вас еще могут дрогнуть, да, еще могут соблазниться на этого зайца. Ну, потому что любовь так просто с контачка не проходит. Даже если она болезненная, она все равно просто так не уходит. Да? Вы еще можете его любить, хотя сами этого не хотите признавать. И такое тоже может быть. Да. Давайте еще на этого зайца. Хотя что на него смотреть, и так понятно. Да? Появится, чтобы вам все испортить. Чтобы нагадить в очередной раз и убежать. То есть он сам несчастливый человек, и чтобы вы несчастливые были. Да? Вот как-то так мне идет. Даже если допустить, что он вас любит, то его любовь – это какое-то извращение. От этой любви только боль. Да? Никакого счастья, никакой радости, только лишь боль. Ну, есть люди, которые не умеют любить, либо любовь выражают через какие-то гадости. Ну, вы сами уже поняли, да? С ним отношения не должны опять возобновиться, потому что этот человек, он не способен. Он может наобещать, наговорить, там, не знаю, на крови поклясться, на Библии поклясться, а потом все в пустоту уйдет. И опять же, видите, расстояние выходит, да? Он на время появится, потом опять исчезнет. Будет предлагать любовь, предложите ему дружбу. Будет навязывать отношения, скажите, что все, вы уже заняты. Но нет, дистанцию, нужно дистанцию. Вам желательно общаться, либо дружить на расстоянии, но никак не близко. Болтун. И вот каким он был, таким он и остался. Да, он мог повзрослеть, там, набрать вес, седина могла появиться. Ну, какие-то изменения, да, физиологические могли произойти, но по факту ментал остался прежним, даже, наверное, еще и ухудшился. Нет. Да вы что, с ним, ой. Ну, кто со мной давно, и, в принципе, да, многие девочки картами занимаются, ну, тут все понятно. Горы, тучи, мыши. Что он может вам дать? Проблемы, неприятности, подлость, предательство. Ну, все повторится по кругу. Поэтому однозначно нет.
Однозначно нет. Смотрите, сначала у вас появится вот этот прекрасный, респектабельный мужчина со свечкой, и буквально, ну вот там, через несколько дней вот этот заяц выскочит, из ниоткуда просто выскочит. И очень дерзко выскочит, да, прям почувствует, что теряет с вами связь, почувствует, что вы можете стать счастливой, и попытается вам все испортить. И вот, кстати, этот мужчина, который со свечкой, у вас какие-то очень странные обстоятельства встречи будут, очень странные, странные до дрожи, ну, я бы даже сказала, фантастические. Поэтому, мои хорошие, будьте мудрее, умнее, зайцев гоните, а вот таких вот уважаемых мужчин со свечами не отпускайте от себя. И опять же, как я говорила, да, не обязательно, что прям сразу любовь у вас закрутится. Это может быть и деловое общение, и какое-то другое общение, да, вот не личного, не любовного характера. Вот. Мужчина и поможет, и поддержит, и все, что надо, сделает. И, кстати, если это мужчина из прошлого, то у него всегда к вам были какие-то очень нежные, теплые чувства. И он очень злился на судьбу, что не может быть с вами вместе. Ну, там были какие-то обстоятельства, да, серьезные, вот как разница в возрасте, либо там ему куда-то нужно было ехать, там вы куда-то пропали. А если вы не знакомы, то у мужчины прям при первой встрече к вам такое тепло в сердце образуется. Это еще не любовь, не влюбленность, это тепло. Вот знаете, как ощущение своего родного, близкого, да, вот такое ощущение. И он вам про это скажет. Он вам сразу про это честно скажет. И это для вас тоже будет прям такой звоночек, да, маячок. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.